Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Знакомство с османской историей. Рамзан Кадыров вместе с семьей посетил столицу Турции Стамбул. Голос Кавказа. Город очень красивый, очень современный. Локации достойны просто картин. Участникам Всероссийского фестиваля провели экскурсию по столичным достопримечательностям. Отвечая запросам времени. Планируется, что оно будет выдерживать землетрясение до 8 баллов. В Грозном начали строительство первого арендного дома на Северном Кавказе. Глава Чеченской Республики по приглашению турецких друзей посетил Стамбул. У трапа самолета его встретил продюсер популярного сериала «Основание Осман» Мехмет Буздаг. После уже состоялась беседа в неформальной обстановке, к которой присоединился известный актер Октавий Кармаджан. Son zamanlarda seninle ayrı olup kalıyorum diyor. Ben Nasılsın? şeyde boş ve kırık boş. Haklı değil miydim ama? Şaba o sesi ya bu. Haklısın. Bir tane kadın vardı, birini göndermek zorunda kaldım. Şey diyor şey teyze sen dayak edin. Dayak ediyor bize acaba. Mecbur onu gönderdim. Halk o ukun haklı ol bu. Sober için haklı ol. Sünder iştini bu. Niye sorun hayali azdılar. Orada rüşvet verin. İşte havali kamel de şu boşu da spiriyaten şey yelo şu bu. Şu da cadde gidip bu. Ama konu iş var. Şu yazmanı açtı Suçum bu. yok, başkan emrediyor diyeceğim kardeşim. Şey bak şöyle çavel şimdi ne oldu? Evet. Şu da gidip bu. Bak şöyle çanta problem ya çanta davdat. Mecbur. Şey var bu. Şu da bir şeyin har. Şunu hoş oldu şeyin alır bu. Teşekkür ederiz, seni gördük, sevindik çok. После глава региона посетил съемочную площадку, на которой снимается сериал. Гостям показали сценические площадки, воссоздающие известные исторические события периода Османской империи. Для Рамзана Кадырова также представили театральную постановку с участием наездников. Подробнее в следующем сюжете. Еще до прибытия на съемочную площадку исторического приключенческого сериала «Основание Османа» Рамзан Кадыров вместе с семьей начинает погружаться в уникальную атмосферу фильма. Конная кавалерия сопровождает кортеж главы Чеченской Республики по пути на место съемок. Здесь его встречает продюсер Мехмет Буздаг вместе со своей семьей и известными актерами. Başkanım. Hoş geldiniz. Maşallah. Siz burada gördüğünüzde çok mutluyum. İlk olalım. Hoş geldiniz. Alparslan Melihşah Başkanım. Hoş geldiniz. Başkanım bir konuda oyuncularla Это старший сын, это младший сын, это жена. Нет, ладно. Mol. Burayı bırakmayın. Bismillah. Çok çekiyor. Profesör. Selamünaleyküm. Profesör. Selamünaleyküm. Oo, temlo. Maşallah.
Рамзан Кадыров с интересом осматривает сценические площадки, где снимались любимые многомиллионные аудитории сериалы Мехмета Боздага, и погружается в завораживающую атмосферу исторического кинематографа. Все декорации воссозданы с невероятной точностью и красотой, передавая дух прошлых веков даже в мельчайших деталях. Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адам Кадыров не удержался и воспроизвел одну из легендарных сцен сериала. Hayrallah, hakrallah. Okey? Hayrallah. Hayrallah. Hakrallah. 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 Ey maşallah, Allahu Ekber. Ahmet Ziya. В честь гостей актеры устроили яркое представление, отражающее богатую турецкую культуру. Умные преданные лошади беспрекословно подчинялись наездникам, которые демонстрировали акробатические элементы на скаку. В завершающем номере программы турецкие актеры порадовали зажигательной лезгинкой. Визит завершился дружеским ужином с блюдами национальной кухни. За столом Мехмет Боздаг поделился с Рамзаном Кадыровым множеством интересных фактов из истории турецкого народа и своими планами на будущее. Глава республики, в свою очередь, поблагодарил Мехмета Боздага и его команду за кропотливый труд, благодаря которому миллионы людей по всему миру могут увидеть в художественных красках всю красоту религии ислам и преданной веры во Всевышнего. Ahmet Ziya. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sevindim. Her zaman bekliyoruz. Burası sizin eviniz olabilir. Рамзан Абуев, Магомед Тутаков, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с супругой Медни Мусаевной и внуками первого президента посетили музейный комплекс в Стамбуле, посмотрели священные реликвии, связанные с жизнью пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует его сподвижников и других праведных людей. Обо всем по порядку в репортаже Рамзана Абуева. Стамбул – удивительный город, огромный, шумный и очень колоритный. Его многовековая история, смещение цивилизаций и сплетение европейского и восточного создают настоящий контраст. Одним из ярчайших памятников является Йылдыз-Сарай, что в переводе с турецкого означает «звездный дворец». Этот дворцово-парковый комплекс служил главной резиденцией османских султанов со времен правления Абдулхамида II, который более 30 лет управлял Османской империей из-за этого великолепного архитектурного комплекса. Турецкая сторона оказала теплый и радушный прием Рамзану Кадырову и членам его семьи, устроив им познавательную экскурсию по дворцу. Йылдыз-Сарай Бог, Султан Абдулхамид Бог. Османская история, угр вехлетен. 33 شرح هوشر ركودي تنسوب أرزون بينزن اسطنبول لقش متعمد كيور إنستران نباش خيش حرباكن باش حقد إلى ترتوب بس أولش إنستران نباش سان هوشة وما هوشوا تحر فيش وزم زيادة جودح سويتر نوجب Ondan evvel مختلفن شيء خشولة زمان إشي خشلة بودايته mekanı أسرن باتشاق برستيج خليت دشي ورد داقن باتش هاي باكن شن هوست بنكشتول حلوة ربوت باكن شوات دوق باتش هاي الات متكير بو son gelenlerden bir tanesi يا حربينك بوتين وربو 2018 sonunda دوق Cumhurbaşkanı تش burada وسم görüştü نفسك onunla. وما تشعوش تريتش غير زي بو باتش هاي أدين حنسي باشو لي أزبو أدين سوس ريتش شين استعوذ باج ويخش غير بو أوه لا شايك حالة البو ولا دوق شوي Kainatın ortasında. Именно как Вселенная.
Османская империя ознаменуется вот этими. Sol tarafta dünya haritası. С левой стороны мировое, вот карта мира все. Bilim ve teknikle ilgili alet edevat. Resim. Вот все, что вот по науке и технике, все это внизу, видите, как все это включено. Вот святые земли, Mekke, Medine, вот Mukaddes yerler. Мекка, Медина, все это показывает там на карте, на этом. Sultanahmet. Личные вещи самого султана, то, что чернила писал, вот это, сами знаете, вот, когда вызывал кого-то вот, колокольчиком раз, и свечки, чтобы было вот, пророка, вещи. Это из личной коллекции самого Абдулхамида. Именно в этой маленькой комнате он принимал всех наших высокопоставленных государственных деятелей, начиная от премьер-министра, министров и всех прочих турецких представителей. Здесь он подписывал документы, здесь он принимал государственные решения. И эти святыни из его личной, это вещи пророка. Ve şeref duyduk. Для нас большая честь принять такого гостя. Hazreti Allah Да поможет вам Всевышний во всех ваших благих делах и всегда даст вам победу. Все. 2 недели назад Рамзан Кадыров также посещал Стамбул, в частности, музей дворца Топкапы, но на этот раз смог более подробно ознакомиться со священными реликвиями. Здесь хранятся личные вещи пророка Мухаммада, да благословит его Аллах, и приветствуют и уникальные реликвии, связанные с его жизнью. Гостям предоставили редкую возможность прикоснуться к некоторым из них. Это знамя, флаг нашего пророка, поскольку эта ткань, она практически растворилась на кусочки. Сейчас кусочки ткани сохранены именно в этом ящике. Здесь его одежда расположена, накид, то, что сверху, хырка называется, святого пророка. 24 карата золото, специальный ящик, в котором сохраняется эта одежда. Все знают, что такое бохча. Специально завернуто в бохче 40 складок, так называемых. По приказам президента только в месяц Рамадан один день открывается этот ящик. Это традиция. То, что мы видели, дестималь, ткань, которая прикасается к самой одежде святого, это в подарок, это сürüldü, değil mi? Это уже был контакт с одеждой нашего пророка, и это в подарок каждому посетителю. Здесь написано, Каб бин Зухейр, это друг нашего пророка. Он прочитал эти хорошие строки, специальные, вот, как стихотворение. Пророку очень понравилось, и он снял с себя верхнюю часть одежды и подарил своему другу. Именно эта верхняя одежда, эта хырка, находится в этом специальном ящике. Yavaş. Aldım başkanım. Eski olduğu için açmaya kalkmayalım, kırılır hemen. Onun ömrünü azaltıyor. Tamam başkanım, pardon. Когда выходила замуж святая Фатима, то, что одевали на лицо святой Фатимы, часть рубашки святого Хусейна, именно в которой был он одет, когда его подняли в лик святых, когда он стал шахидом. Верхняя одежда святой Фатимы, хырка, то, что мы называем. Рубашка, опять здесь часть одежды святой Фатимы, превращенная в рубашку, но с вышитыми молитвами из Корана. Топкапы был главным дворцом Османской империи до середины XIX века. И число экспонатов для общественного обозрения достигает 65 тысяч единиц. Это лишь 10-я часть общей коллекции. Площадь дворцово-паркового ансамбля составляет более 700 тысяч квадратных метров.
На протяжении 400 лет здесь жили султаны. На протяжении 4 столетий. Эти двери в истории султанов открывались без разрешения только 2 раза. Первое — это когда Османа II с престола свергали. И второе — это Селима III, когда с престола свергали. Флаг пророка всегда выставлялся перед походом. Выстраивали все, флаг сюда вставлялся, специальное место есть. Все начинали походы отсюда. После этого Рамзан Кадыров посетил мечеть Айя-София, без которой невозможно представить Стамбул. Она расположена в центре старого города, на площади Султан Ахмед. Ее история уходит корнями в Византию. Мы очень рады. Для нас честь, что вы посещаете. Именно в 1453 году от церкви Святой Софии завоеватель наш Фатих Султан Мехмед превратил это здание в мечеть, и первый намаз совершил именно здесь. 482 года здесь это здание служило в качестве мечети. В 1935 году приняло решение первым президентом Республики Турция Мустафа Кемаль Ататюрком на собрании Совета министров превратить это здание в музей до 2020 года. В 2020 году по указу президента, опять же, здание было превращено в мечеть. 35-й аят сура Нура написано наверху на куполе. Созданная как христианский храм, Айя-София была захвачена турками 29 мая 1453 года. На следующий день султан Мехмед II, завоевавший византийский Константинополь, вступил в нее и произнес 48-ю победную суру Корана. Здесь Рамзан Кадыров совершил коллективный намаз. Как политик мирового уровня, Рамзан Кадыров известен всем, включая посетителям стамбульской Айя-Софии, где его просят сделать совместное фото на память. Большое спасибо. Для меня это очень ценно. Спасибо, что разрешили. Вместе с тем Рамзан Кадыров посетил зиярат сподвижника посланника Аллаха Абу Аюба Аль-Ансари, который участвовал в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаке и других крупных сражениях. В преклонном возрасте он участвовал в осаде тогдашнего Константинополя и был ранен. Его похоронили возле крепостных стен города. Рамзан Абуев, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Торжественную церемонию 12-го Всероссийского радиофестиваля посетил глава Чеченской Республики. Конкурс уже стал большим ежегодным событием. В этот раз жюри рассматривало 500 работ не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Были отмечены лучшие работы в 3 номинациях. Награды победителям вручил лично Рамзан Кадыров. Обращаясь к собравшимся, руководитель субъекта выразил гордость за то, что Грозный стал центром притяжения в различных сферах деятельности. В свою очередь, радиовещание, как один из первых средств массовой информации, играет большую роль не только в развлекательном направлении, но и является важным инструментом для формирования общественного мнения. Расширенную версию торжественной церемонии смотрите в нашем эфире. В столице Чеченской Республики приступили к строительству арендного дома на 234 квартиры. Это первый подобный объект в Северо-Кавказском федеральном округе, который предполагает возведение многоэтажки и полностью будет рассчитан на сдачу в наем. Для региона это внедрение эффективного инструмента улучшения условий гражданам, снимающих жилье. Как продвигается строительство в сюжете Валентины Гусевской. В 5-м секторе строящегося района имени Владимира Путина начали возведение первого арендного дома на Северном Кавказе. Начальный этап строительства – железобетонная подушка. На ней будет двухэтажная подземная парковка на 202 места. Толщина железобетонной подушки 2 метра. Сейчас идет армирование нижнего слоя. От качества ее строительства зависит дальнейшая сейсмоустойчивость здания. Планируется, что оно будет выдерживать землетрясение до 8 баллов.
Соглашение о строительстве арендного дома подписали на Кавказском инвестиционном форуме, который проходил в Грозном этим летом. В здании будет 28 этажей. Жилая площадь более 15 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 234 квартиры. На первом этаже разместят коммерческие отделы. Территорию вокруг облагородят. Общая площадь у нас участка всего 6120 метров, а площадь самой застройки 3120 квадратных метров. Количество квартир 234, из них 104 будет однокомнатных, 78 будет двухкомнатных и трехкомнатных у нас 26. Рабочих у нас 15 человек в данное время, они больше сейчас пока не нужны. 15 человек, они занимаются только сейчас плитой. Инвестор проекта «Дом РФ». Строительство осуществляет компания «Домстрой». Половина жилья в здании будет сдаваться на рыночных условиях для физических и юридических лиц. Остальные квартиры будут арендованы Чеченской Республикой для предоставления отдельным категориям граждан. Благодаря поддержке Дом РФ у нас первый дом, такой так называемое арендное жилье, реализуется совместно с мэрией. Уже на сегодня там активно идет работа по устройству фундамента. Но здесь в основном она предусмотрена для, скажем так, как социальная помощь гражданам, которые не могут себе позволить арендовать жилье. Здесь будет большая часть поддержки как субсидий с государства, и также часть, половина затраты будут граждане оплачивать. Но она будет доступна, скажем так, малоимущим гражданам нашей республики. Завершить строительство арендного дома планируют уже в 2026 году. Валентина Гусевская, Мовсар Хаджиев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Артисты и журналисты из разных регионов России прибыли сегодня в республику для участия в радиофестивале «Голос Кавказа». Представители оргкомитета конкурса, посвященного памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, провели экскурсию для гостей по достопримечательным местам столицы. В рамках мероприятия прошла церемония награждения победителей и гала-концерт с участием звезд эстрады из 13 республик Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа. Небольшой храм в центре города, памятник архитектуры XIX века и одно из самых старинных зданий Грозного. Он стал первым в списке посещения в рамках экскурсионной программы участников Всероссийского фестиваля «Голос Кавказа» памяти первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Виктория Беликова крещена в этой церкви Михаила Архангела. Моя история такова, что я вообще родилась в городе Грозный, но не была здесь с детства. В последний раз была, когда мне было 5 лет. Принимаю участие в данном фестивале тоже где-то на протяжении 5 лет, и никогда мне почему-то здесь не получалось взять каких-то мест, и вообще меня никогда не приглашали на финал, хотя в других конкурсах как бы всегда все отлично. У меня был незакрытый гештальт. В этом году звезды сошлись, пригласили. Но я, правда, еще не знаю, какое у меня место, мы узнаем об этом вечером в тематической программе «Женщина тундры» моя программа прошла. Ну и вот для меня такая знаковая поездка в плане того, что это моя земля, моя родина, здесь будет победа, и вот храм, который мы сейчас посещали. Здесь меня когда-то крестили, когда я была еще совсем маленькой. Здесь я стала православной христианкой. Фонтаны, аттракционы для детей, кафе и много растений. Их здесь 150 тысяч. Это цветочный парк Грозного. Его пирамиды, арки, галереи создают вдохновляющее пространство для семейных прогулок и фотосессий. А рядом расположен современный комплекс небоскребов Грозный-Сити. Одной из главных достопримечательностей является смотровая площадка на 30-м этаже. Отсюда открывается панорамный вид на весь город. Мы сейчас находимся на этих башнях Грозный-Сити, и хочу сказать, что застройка Грозного идет семимильными шагами. Город очень красивый, очень современный. Локации достойны просто картин. Можно писать картину. Я уроженка этого прекрасного Грозного, но много лет здесь не была. И благодаря такому потрясающему фестивалю, как «Голос Кавказа», это уникальная возможность вновь очутиться в этом городе, в городе моего детства. Что касается моих впечатлений, вы знаете, сердце ёкает, потому что то, каким стал Грозный, в это невозможно поверить. Он очень красивый, он очень чистый, а кавказское гостеприимство просто повсюду. Я влюблена. Комплекс включает в себя 7 высотных зданий, среди которых находятся жилые дома, гостиницы и деловые центры. В ясную погоду отсюда видны даже горы.
Экскурсия по столице без посещения мечети с символичным названием «Сердце Чечни» невозможно. Это сооружение, выполненное в классическом османском стиле, впечатляет своими масштабами и красотой. Люстры напоминают формы 3 главных святынь ислама. Восхищает искусство каллиграфии. Аяты из Корана искусно вплетены в общий орнамент архитектурного убранства. Свод главного купола венчает 112-й сура «Ихлас» очищение веры. Одна из самых больших мечетей мира. Ее площадь 5000 квадратных метров, а вместимость более 10 тысяч человек. На этом ознакомительная поездка по городу воинской славы Грозному завершилась. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Чеченской Республике заканчивается сбор урожая кукурузы. Погодные условия позволили приступить к работе в срок, обеспечение аграриев всей необходимой техникой, проделать быстрый и качественный сбор зерновых с полей. Валентина Гусевская продолжит. Скорость комбайна 3 км в час. Чем больше урожай, тем она должна быть меньше. Комбайнер Вахтанг Мансуров всю жизнь работает в сельском хозяйстве и уже 6 лет убирает урожай. Работа есть круглый год, от озимой пшеницы до сои. В этот раз очередь кукурузы. На Бамутском направлении уборочная кампания подходит к завершению. В апреле здесь посеяли 5 гибридов кукурузы. Убирают по мере созревания. Сорт кариока оставили напоследок. В то же время идет тестирование урожайности гибридов, чтобы посеять на следующий год. Площадь Бамутского массива почти 1500 гектаров. Урожайность поля 65 центнеров. По словам аграриев, этот сезон выдался особенно засушливым по всей России. Однако благодаря правильному выбору гибридов и агротехнических приемов удалось вырастить запланированный урожай. Начиная до посева подготавливать почву, под посев выравнивать, разделывать, носить удобрения перед посевом, потом посев, подкормка, опрыскивание. В общем, за целый этот период все работы, очень много работ. Значительную роль сыграла система поливных каналов. Она установлена по всему полю. Рядом с кукурузным полем находится мелиоративный канал, который берет свое начало от реки Аса. Вода из этого канала поступает в специальный накопитель, где вода отстаивается перед тем, как попасть на поле. В целом кукуруза – влаголюбивое растение на всех этапах роста. Однако в период уборки процент влаги необходимо минимизировать. Помогает в этом специальный прибор – влагомер зерна. Засыпаем семена сюда, нажимаем кнопку, он показывает, сколько содержится влаги в зерне. Исходя из этого мы все время проверяем и начинаем уборку. Если не превышает 14%, можно убирать. Техника на поле в большей степени отечественная. В этот раз было задействовано 6 комбайнов и еще 8 зерновозов, которые доставили урожай в хранилище. Под одним навесом помещается до 2 тонн зерна. Сейчас под навесом кукуруза, убранная за последние 3 дня. Тут она защищена от дождя и другой непогоды. Здесь ее перекидывают, сушат и перевозят на склад. На складе расположили и другие зерновые. Аграрии уже готовятся к посеву озимых культур, протравливают семена. Кукурузу же экспортируют и продают на местном рынке, в основном для кормовых целей. Валентина Гусевская, Шамсуди Джабраилов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.